телефонной беседе с Радио Азоди из Лондона Бабаджон Назаров поделился своими первыми научными исследованиями. Сперва я изучил большое количество научной литературы и исследований касательно природы COVID-19. Нужно было понять то, как он действует, и это было самым важным или ключевым моментом в изучении природы вируса. Я защищал свою докторскую диссертацию в области кардиологии, но если вы ученый и исследователь, то вы знаете, как работать с источником. Так я и начал изучать природу коронавируса. Главная идея нашей разработки заключается в повторном использовании медикаментов, но для других целей. В науке есть такой термин, как побочные действия лекарств, которые также изучаются. Мы исследовали работу вируса. Существует протеин МРС2, который позволяет вирусу попасть в клетку. Мы выяснили, что существуют два вида медикаментов, которые используются в Японии для лечения панкреатита. Эти два лекарства, с нашей точки зрения, могут быть полезны и в лечении коронавируса. Эта идея пришла мне на ум, и мы совместно с учеными из Оксфорда создали свой проект. Мы начали и клинические испытания препаратов. Расскажите подробнее об этих двух препаратах. Один из препаратов производится в таблетках и может быть прописан больным, проходящим лечение в домашних условиях. Сейчас многие клиники забиты, и очень часто для продолжения лечения их отправляют домой. Они могут принимать их, находясь дома. Второй прописывают для внутривенного применения, и он подходит для лежачих больных, тех, у кого проблемы с глотанием лекарств. Лекарство вводится внутривенно. Планируете ли вы в случае положительных результатов исследований доставить эти лекарства и в Таджикистан? Правда, в Таджикистане власти говорят, что коронавируса в стране нет, но если вдруг понадобится. Несомненно, я бы очень хотел помочь своей стране. Я хочу приносить пользу своей стране, и когда все испытания пройдут, то можно будет и помочь Таджикистану. Говорят, на данный момент лекарства применяются лишь для устранения симптомов болезни, но не для излечения от коронавируса. Да, это так. В мире до сих пор было проведено большое количество исследований. В эти дни проходят более 900 исследований, но пока еще не найдена панацея. Больных вирусом поддерживают с помощью АЛФ, рекомендуют обильное питье. Много опытов, но и много неудач. К сожалению, да, еще средства лечения коронавируса не найдены. В случае положительных результатов вашего испытания, когда, как вам кажется, будет дано разрешение на запуск нового лечения? Все продвигается по плану. Согласно планам, первые пробные опыты по лечению COVID-19 начнутся спустя 2 недели. Я, как ученый-биолог, могу сказать, что сложно предусмотреть все последствия или побочные эффекты от лечения. Могу лишь сказать, что мы уже провели исследования по воздействию лекарств на клетки человека, и эти результаты были положительными. Кроме того, лекарства были испытаны на животных, зараженных другими видами коронавируса, такими как SARS. Думаю, спустя неделю или 2 после испытаний мы сможем сделать выводы о том, могут ли эти лекарства применяться по лечению вируса. В случае положительного результата это станет переломным моментом для лечения болезни. Но уже сейчас могу сказать, и это важно, что эти лекарственные препараты достаточно безопасны для человека, и это уже доказано в Японии, где лекарства применяют в течение 35 лет. Кстати, а каков процесс утверждения лекарств к применению для лечения болезней? В Британии этот процесс очень серьезно контролируется, и вы должны получить разрешение на применение лекарства во многих учреждениях, а Минздрав лишь один из них. Так что нашей команде еще придется пройти этот процесс. А вам известна реакция ваших коллег в Британии на ваши опыты? Их реакция. Все в ожидании и даже удивляются, что апробирование еще не началось. Если все пройдет успешно и лечение будет утверждено, как можно будет приобрести лекарство? В первую очередь человек должен пройти поверку у врача, и на основании этой поверки ему будет назначено лечение. Лекарства должны будут предоставляться без проблем на основе рецепта врача. Я надеюсь, что после утверждения препаратов в Британии, власти в Таджикистане также смогут получить эти лекарства с помощью британского правительства. Какова цена на них в Японии?
Они недорогие. По вашему видению, как долго будет проходить лечение и достаточно ли будет принимать только один из препаратов? Да, только один. Пробация лекарств будет проходить в 2 этапа. Больной COVID-19 сперва должен будет применять лекарство 7 дней, мы изучим его состояние, а затем приступим ко второму этапу лечения. Предварительно рассчитываем на то, что лечение не займет больше 2 недель. Ежедневно нужно будет употреблять по 2 таблетки трижды в день. Вы находитесь в шаге от большого события. Вас может ждать огромный успех или наоборот, неудача. Если что-то пойдет не так, испытания не дадут ожидаемого результата, что вы почувствуете. Меня, как ученого и исследователя, научили никогда не вешать нос. Когда мы готовились к защите докторской диссертации, нас учили, что любые опыты и исследования – дело сложное. Порой уходит до 6 месяцев труда. Вы должны быть крепкими и не унывать, идти упорно к своей цели. Наша компания начала свою деятельность с исследований по борьбе с раком, но как появился COVID-19, мы изменили тему исследования. Для меня важно, чтобы я принес пользу своей родине. Ваша родина Британия? Моя родина – Таджикистан. Кстати, а вы находитесь в контакте с учеными в Таджикистане? В Таджикистане много сильных и талантливых ученых. Я мечтаю о том, чтобы мы смогли вместе с учеными Таджикистана внести вклад в развитие отечественной науки. Я хочу выразить благодарность своим первым учителям, Умарали Раджабову, заведующему кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, академику Зарула Рахмонову и Сиру Гиллис Мерсер, сёр Джайлс Мёса. Эти наставники сыграли огромную роль в моей любви к науке и моим успехам. Я им очень благодарен. Справка. Бабаджон Назаров, 35 лет, родился в Таджикистане. В подростковом возрасте переехал в Лондон. Окончил университет по специальности биохимия. В 2016 году защитил докторскую диссертацию в области кардиологии, а в 2019 создал некоммерческую компанию Latas Therapeutics. Исследования борьбы с коронавирусом проводятся при грантовой поддержке правительства Великобритании.